Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на такую тему. У кого вы не выходите из головы? Кто постоянно думает о вас, вспоминает, мечтает, желает? Давайте узнаем, кто этот человек. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком другом думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Тут сразу два человека показано. Два мужчины показано. Мои хорошие, у кого-то отыграется либо один, либо второй, а у кого-то действительно два мужчины. Именно два мужчины постоянно думают о вас. Вы не выходите у них из головы. Думают, мечтают, представляют, желают. Да, интересно, конечно. Давайте начнем с того, кто в корне рисунка. В корне рисунка это важный для вас человек. Важный, либо этот человек станет очень важным для вас. У кого-то из вас отыграется, что между вами формируется связь. Возможно, ваши ощущения, они взаимны. Возможно, вы тоже думаете об этом человеке, либо вы уже влюблены в этого человека. Возможно, вы сейчас общаетесь, встречаетесь, вместе время проводите. Ну, а может быть, на просторах интернета, да, у вас общение с этим человеком. Может быть, просто симпатия, да, вам нравится какой-то мужчина, и вы о нем иногда думаете. Может быть, он вам снится. Это же все не просто так, понимаете? Вот между вами эмпатическая связь, между вами вот эта любовная связь, она начинает формироваться. Причем с каждым днем она становится все сильнее и сильнее. Вот мне идет, что человек и восхищен вами, и также, как напуган, что ли. Напуган, испуган, какая-то неуверенность идет, да. Восхищение, потому что вы самая красивая. Он таких красивых больше никогда не видел, не встречал. Вы, помимо того, что очень красивая, вы еще очень умная, интересная, веселая, сообразительная. Не девушка, а клад. Вы его ценность, вы его прелесть. А напуган, либо боится, скорее всего, вот как не уверен в себе, не уверен в том, сможет ли он вам соответствовать, не уверен тому, сможет ли он вас там обеспечить, да? Может ли он потянуть отношения с вами. Может быть, у него сейчас нестабильность в жизни, да, есть проблемы. У кого-то еще может отыграться, что мужчина там не свободен, либо не до конца свободен, а может быть, он имеет какие-то серьезные обязательства перед своими там родителями, семьей, да, и он такой, как, я не разорвусь, да, либо у меня денег не хватит, либо я не могу ей что-то предложить в моменте здесь и сейчас. Что ей предложу? Быть любовницей? Кто на это согласится? Да никто не согласится. Тем более, любит вас, уважает, тянется к вам. То есть даже таким предложением не захочет вас обижать. Вот в его голове вы женщина, которая достойна всего самого наилучшего. То есть понятно, что если у него есть деньги на ромашки, а он понимает, что вы достойны там самых прекрасных, не знаю, там голубых роз, да, которые там безумных денег стоят, тяжело, ему тяжело принимать то, что он не может дать вам самое лучшее, либо не способен в сегодняшнем моменте. Вот у кого-то отыграется, что вы уже с ним общаетесь, у кого-то отыграется, что есть симпатия, и мужчина, буквально крутится у ног ваших. Вот он вроде как и ничего, например, не предлагает конкретного, но и он всегда рядом, он всегда какие-то сигналы, знаки вам посылает. Если мужчина не свободен, и так случилось, что у вас произошел роман, он очень сильно боится, что вы не дождетесь, что вы оставите его, что такую красивую женщину, да, прям с руками заберут.
да, потому что вы всем нравитесь. О вас мужчины очень часто говорят, и, возможно, он эти разговоры слышал, он знает, что вы разным мужчинам нравитесь. И он такой, ну вот что я могу сделать, да? Что мне сделать, чтобы этого всего не случилось? Этот мужчина, он мечтает о какой-то жизни с вами, да, новой жизни и для вас, и для него. Вот ему хочется с вами просыпаться и засыпать, ему хочется знать, о чем вы думаете, да, вот чего вы желаете, как он может сделать вас самой счастливой. У кого-то еще отыграется, что мужчина очень хочет брака с вами, хочет детей от вас. Да? Ну, все разные. Понятно, что это не один мужчина на всех. Но вот идут самые лучшие положительные эмоции. И вот хотите верьте, хотите нет, но вот именно с этим мужчиной вот как будто бы сама судьба связывает вас. Но и мужчина влюблен, мне идет. Влюблен, причем по самые уши влюблен. И так сильно он еще никого никогда не любил. Буквально благодаря вам он действительно начал жить, да, начал к чему-то стремиться, вышел из какой-то ужасной рутины. Вот, какие-то мечты, желания появились. Он почувствовал, что я там помолодел, да, вот такие вот эмоции, да, что я все могу, что я супермен. Да, такие самые лучшие ассоциации вы у него вызываете. Так, если вы общаетесь в интернете, то здесь мужчина уже очень серьезно задумался над тем, как вы будете совместно проживать, да, что ему там нужно в доме сделать, в квартире, либо там нужно ремонт, что-то докупить, прикупить, либо, например, переехать в более просторное жилье, да, вот он уже прям готовится, возможно, там узнает про документы, что нужно сделать, чтобы вы могли приехать, либо что нужно сделать, чтобы к вам приехать, как проходят эти заключения брака, да, вот если с иностранкой, с иностранцем. То есть он уже об этом всем думает, он уже это все там просчитывает, рассчитывает, он в голове это содержит. Это уже как бы стало частью его жизни и вот прям первостепенным для него. И если мужчина не свободен, то вот тогда постоянно думает о разводе, о том, что как там подготовиться, как все будет, думает о том, что он готов, буквально вот все, что имеет, отдать, вот лишь бы быть с вами, да, такой вот, если жена там потребует, я все отдам, лишь бы она дала мне свободу, потому что мне ничего не надо, если у меня в жизни нет любви, если я не могу быть счастливой, да, вот об этом думает. Но опять же думает о том, что как-то вам нужно это все сказать, так, чтобы вы там дождались, например, да, не взбрыкнули, не дай бог. Вот, если мужчина как тайный поклонник, то есть он всегда где-то рядом, незримо там подает сигналы, но не действует, тогда, девочки, у него точно есть финансовые проблемы, он думает о том, как бы их поскорее решить, как бы стать на ноги, да, стать более стабильным в этом плане и проявиться во всей красе. Почему-то вот мужчина думает, что без денег он вам не нужен. Либо это прям срам какой-то, да, если он безденежный к вам придет с этими ромашками, не знаю, там, с шоколадкой, поведет вас в какой-нибудь там фастфуд, да, он такой думает, нет, она достойна всего самого лучшего, я не могу к ней так проявиться, я просто не имею права ее так оскорбить, да, ее так унизить. Цветы должны быть достойные, угощение должно быть достойным. То есть надо как-то мне быстрее вот соображать, зарабатывать, где-то искать деньги и двигаться в направлении вас. То есть, возможно, вы действительно испытываете симпатию с каким-то мужчиной и думаете, вот почему он ко мне не подходит, да, почему он там не приглашает меня на свидание. А у него, банально, девочки, проблемы с деньгами. Он так сильно вас ценит и любит, уважает, да, что он не хочет вас оскорбить своей безденежностью, своей несостоятельностью. И даже если вы скажете, что нет, мне ничего не надо, да, у меня типа свое есть, вы будете неправы, потому что, это, во-первых, принижает его достоинство, и ваше, конечно же, принижает. И так делать нельзя, девочки, нельзя. Мужчина имеет право чувствовать себя мужиком. Вот. И если он так
придумал себе, пусть так и будет. Это, знаете, как фундамент ваших будущих отношений. Не надо мужчине показывать, что вы там готовы и ромашки получать. Нет, пусть напрягает пятую точку и дарит вам самые дорогие красивые розы. Ну, либо какие-нибудь другие цветы, которые вы любите, да. Но главное условие, чтобы это были дорогие цветы. Вот. Чем больше он вкладывает в вас, в ваши отношения, тем больше он будет вам давать в семейной жизни. Вот. А соглашаться на малое не стоит. Не обесценивайте себя в глазах этого мужчины. То есть, это вообще даже как-то неестественно, да, идет. Вот. Я вижу, что с этим мужчиной у вас там еще, смотрите, разгорится целый кострище чувств и эмоций, и даже у вас что-то общее будет с ним. Ребенок, бизнес, дом, семья, что-то общее точно будет. Вот. Мужчина прям нацелен, настроен, и просто так он не отступит. Ради вас он действительно будет какие-то сумасшедшие вещи делать, безумные вещи. Перепрыгнет сам себя, да, выше головы прыгнет. Вот. А вы, пожалуйста, себя не обесценивайте, позволяйте ему быть суперменом, супергероем. Вот. Поверьте, вам это все еще не раз вернется. И про себя не думайте, что вы там какая-то не такая, что вы недостойны, что там мужчина боится. Он все правильно боится. Он боится своей несостоятельности. Вот. И это так и должно быть. Чтобы старался, чтобы в тонусе был. Не идите на уступки и не давайте ему никаких поблажек. А наоборот, его там подгоняйте немножечко, да, давайте ему эти золотые пинки, чтобы он старался. Вот. Если мужчина у вас иностранец в интернете, то тут явно он вас увезет. Он вас увезет к себе туда, на родину, домой. Потому что у него, я так понимаю, условия лучше, и потому что вам тоже это будет интересно. Я даже больше скажу, скорее всего, полезно будет для вас. На новом месте новая жизнь. Почему бы и нет? Правильно он все думает, да, надо расширять площадь, надо улучшать условия, надо готовить документы и надо двигаться в вашу сторону. Бояться не надо. Не надо бояться, надо действовать. Так, и второй мужчина. Второго мужчину вы точно 100% знаете. Этот мужчина, который буквально крокодильи слезы льет и очень сильно сожалеет о прошлом. Прошлом, в котором он был абсолютно неадекватный, прошлое, в котором он себе позволил вас обидеть, и прошлое, которое вернулось ему в настоящем. Мне вообще идет, что этот мужчина, он такой, знаете, то ли по измене ушел, то ли такой, знаете, обидел, мне идет, очень сильно обидел, либо предал, либо обидел, а может быть и все вместе. И вот он считал, что вот я такой, я сякой, и с какой-то женщиной мне идет спутался, и он думал, что с этой женщиной он там прям будет из чаши любовь свою черпать и богатство черпать, и все у него будет хорошо. А оказалось, что попал буквально в ад, да, в клетку какую-то попал. Там то ли женщина такая ему досталась, то ли жизнь у него так обернулась, что он теперь бедный, несчастный, такой весь истощенный, физически, эмоционально истощенный. И все думает о вас. И с каждым днем эти мысли все чаще и чаще посещают его голову. И он думает, какой же я тупой, да, как же я так профукал свою жизнь, прям просрал, извините. Вот идет такое слово, может, он этим словом пользуется. Я мог быть очень счастливым человеком, да, но вот из-за своей глупости, из-за вот этого наваждения, чего-то там, страсти, дурости, да, я вот попал в ужасную обстановку. Мне еще кажется, что у него там со здоровьем что-то неважно. А может быть, на почве стресса, да, вот этих всех ужасных обстоятельств у него и здоровье пошатнулось. Думает, вспоминает, содержит вас в своей голове, но он понимает, что возврата ему нет, да, дороги обратно ему нет. Может быть, вы ему так прям жестко это все сказали, а может быть, он сейчас в такой обстановке находится, что оттуда уже не вырваться. И он понимает, что только вперед ногами, да, я смогу избавиться от этой обстановки. Что есть, то есть. Пожалел не раз и еще не раз пожалеет. Ему все чаще вспоминаются минуты, когда вы о нем заботились, когда вы ухаживали за ним, когда вы для него старались. Вот это все ему вспоминается.
вспоминается как что-то прекрасное, райское, да, вот как будто бы он был с вами, как в раю был, но не ценил и не понимал. А когда с этой другой женщиной стал жить, это все, это приговор, это каторга, да, это адские муки. Да, возможно, он был таким, потому что не с чем было сравнивать, а возможно, был глупым, таким, знаете, гонористом, а теперь уже все, а теперь, как говорится, допрыгался, да, теперь уже ничего не поменяешь. И еще мне кажется, что этот мужчина, он вас видит, да, может быть, как-то по чужим там логинам или как аватаром заходит в ваши соцсети. Может быть, он где-то обитает не так уж далеко от вас. Может быть, он недавно где-то вас увидел и просто обалдел, насколько вы стали красивая, шикарная, расцвели. Да? Потому что когда вы были с ним, вы были очень угнетенная. Он на вас давил, он там самоутверждался за ваш счет. И, конечно, у вас на лице не было ни радости, ни цвета. А теперь вы совершенно другая. Вы такая шикарная, вы такая желанная, вы хозяйка жизни, понимаете, богиня любви и плодородия. И он думает, вот прогадал, да, вот я лопух, вот я и осел, да, вот такие у него мысли. И он и вам завидует, потому что вы смогли изменить свою жизнь, да, вопреки всему вы смогли изменить свою жизнь, вы очень многого добились, вы, как по его прогнозам, да, не пропали, и ничего с вами плохого не случилось, наоборот, вы стали гораздо лучше, краше, жизнь у вас поменялась, а у него, наоборот, все мимо прошло. И дальше проходит. И он не созидает, а теряет, а вы, наоборот, созидаете. Да? Восхитился, какая вы хорошенькая. И ужаснулся от того, что вы могли быть его женщиной, а теперь навряд ли вы когда-нибудь согласитесь. И еще мне показано, что он как будто бы стесняется сам себя, либо ему очень стыдно, например, будет, если вы узнаете, что с ним случилось. Либо узнаете, до какой ручки он дошел, да, в своей жизни, что уже там все, там уже как бы человек и постарел сразу лет на 40, и на какого-то, не знаю, там сухаря похож, либо наоборот на какой-то, может быть, воздушный шарик, как пончик. Да, то есть сам себе не рад, сам себя стесняется. И понимает, в чем его была ошибка. Ни на что уже не надеется. За вами наблюдает, мне идет, да, наблюдает. Еще мне идет, что он с кем-то про вас говорит. Говорит, и там разговоры такие, как будто бы он ругается с кем-то из-за вас. Да? Может быть, вот эта дамочка знает, что он там посещает ваши соцсети, может, она ему высказывает, а он ей говорит, ты бы молчала, да, чья бы корова мычала, да твоя бы молчала. Вот, посмотри, какая она и какая там ты, либо вот смотри, какая у нее жизнь сложилась и как мы с тобой живем. Да, вот какие-то такие тоже моменты проходят. Вот, этот бывший, я не знаю, зачем вам это знать, может быть, как момент сатисфакции, да, чтобы вы понимали, что жизнь его, не знаю, в десятки раз ухудшилась, в сотни раз ухудшилась. А вы не жалеете об этом бывшем и знаете, что судьба его наказала, что высшие силы его наказали. Жизнь у него тяжелая, безрадостная, и жизни своей он не рад. Вот осознание, оно наконец-таки пришло. И мне еще кажется, что долго не отпустит. И чем хуже будет становиться его жизнь, тем сильнее этот момент сатисфакции. Возможно, да, возможно, вы были для него великим шансом, который он упустил, а теперь вот жизнь все в тартарары полетела. Как есть, так и есть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.